Здравствуйте, уважаемые зрители, а также гости культурного центра Рухордо. Рада представить для вас интересную рубрику, в которой вы сможете узнать и ознакомиться с интересными традиционными знаниями нашего народа. История и культура кыргызов насчитывает очень много веков. И сколько традиций дошло до наших дней, а сколько из них было утеряно в пути модернизации современного общества и претерпело свои изменения, а также метаморфозы. Так, например, в древности нашим предкам, чтобы определить статус или же семейное положение девушки, достаточно было взглянуть на ее волосы. Если же девушка носила множество мелких кос, чаще всего это 40 косичек, то это говорило о том, что она еще не замужняя, а так как 40 кос символизировали собой 40 путей, по которым данная девушка могла бы продолжить свою судьбу или же прожить свою жизнь. Замужние девушки чаще всего заплетали 2 косы, так как 2 косы символизировали собой пару. А вдова же в знак траура распускала свои волосы и по истечению 40 дней после смерти своего мужа заплетала 1 косу, что говорило о том, что она осталась одна в этой жизни. Не только косы или же волосы играли такую значительную роль в жизни кочевников, а также кыргызские женские национальные головные уборы или же некоторые детали их одеяний могли сказать многое из жизни целой семьи или же целого рода. Так, например, посмотрев на головные уборы или же на некоторые детали одеяния кыргызских женщин, можно было определить, из какого рода, из какого племени данная семья происходит, из какого региона они пришли на летнее или же на зимнее кочевье, сколько у них отар овец, их материальное положение, их возраст и многие другие подобные аспекты из их жизни. Так, например, до замужества молодые девушки носили маленькие шапки, которые называются топу. И данные шапки топу богатые семьи чаще всего могли себе позволить украсить перьями птиц, жемчугами или же кораллами, и чаще всего серебром. А во время же свадьбы девушка снимала свой топу и надевала конусообразный головной убор щекулю. И данный головной убор щекулю также, в частности, передавался по наследству. Далее, уже после замужества, девушки наматывали на голову очень интересный и своеобразный головной убор, который называется эличек. И данный головной убор эличек, в свою очередь, состоит от 13 до 20 метров белой ткани. И все это, конечно же, было обусловлено бытом и образом жизни кочевого народа. При кочеве, в дороге или же в пути, конечно же, могли случаться различные ситуации. Так, например, в дороге мог погибнуть человек, или же в пути чаще всего рождался маленький ребенок. Если же рождался маленький младенец, то женщины просто брали, отрезали несколько метров с этой ткани с головного убора и использовали в качестве пеленок. А если же погибал человек, то, соответственно, брали всю ткань с эличека и использовали в качестве савана, обматывая тело умершего человека. Таким образом, вес одного головного убора мог достигать от 1 до 3 килограмм, поэтому, нося эличек, наши бабушки чаще всего сохраняли свою прямую осанку, так что у них не возникало никаких проблем с позвоночником в старческом возрасте. Уважаемые зрители, благодарим вас за уделенное время. Оставайтесь с нами, будет еще много хорошей информации. Всего доброго!